Здравствуйте, сегодня я вам хочу рассказать основы того, как использовать iTunes. Для начала, чтобы установить iTunes на Windows, необходимо знать, скольки разрядная операционная система. Думаю, как это узнать, вы уже знаете. Входим в свойства, тут мы видим 64-разрядная. Так, подключаем наш iPhone к компьютеру. Сейчас iTunes должен загрузиться, запуститься сам, если он установлен. Но у меня он сам не запускается, поэтому вот, надо открыть вручную. Так, мы сразу попадаем в плеер. Сразу видим, что начинается синхронизация. Тут ничего страшного. Выскочило уведомление о том, что некоторые объекты не были скопированы на iPhone. Это не страшно, можно нажать больше не подтверждать, но я этим не пользуюсь. Это означает то, что файлы, которые он не синхронизировал с вашим iPhone, просто не были найдены на компьютере, хотя они раньше были. Так, для того, чтобы скинуть музыку с помощью iTunes, для начала необходимо зайти во вкладку iPhone, опуститься ниже. Тут есть во вкладке параметры. Необходимо выбрать синхронизировать только отмеченные песни и видео. Это делается для того, чтобы не происходило исчезновение песни с вашего iPhone. Далее заходим, нажимаем готово, песни. Тут обычный плеер, можно выбрать, допустим, ставим, снимаем галку, она появляется, видно, что она перестала быть отмеченной, отмечаю галкой, она обратно появляется. Вот в данный момент все песни, которые отмечены галочкой, они будут синхронизированы с iPhone. То есть то, что есть в плеере, то появится и на iPhone. Нажимаем на вкладку iPhone, опускаемся ниже и нажимаем синхронизировать. Вот в принципе и все. Про резервное копирование и восстановление. Можно установить настройки, включая музыку, которая была на iPhone, допустим, неделю назад. Для этого нажимаем «Установить из копии». Вы видите, нажимаем просто «Остановить», я нажму «Отмена». Можно создавать копию, резервную копию iPhone, но она создается автоматически каждый раз, когда мы подключаем его к